Последние дни перед войной запомнились мне особенно. В четверг в костеле был большой праздник, и я вместе с другими девочками в первый раз подбрасывала лепестки цветов. Мама купила мне белое платье, а еще нас фотографировали. Фотографии должны были перевести через неделю. В воскресенье, 22 июня, когда я проснулась, мама была чем-то обеспокоена, а в небе были какие-то странные звуки. Мне стало страшно, но мама гладила меня по голове и успокаивала. Вскоре пришел мамин брат и сказал, что началась война. Я тогда не понимала, что это. Было принято решение спрятать меня и старшего брата на островке, около ближайшей деревни. Мы начали быстро собираться. Отец посадил меня и брата на повозку, и мы поехали. Когда мы ехали по лесной дороге, совсем недалеко ехал мотоцикл, в котором были люди в форме и в шлемах на голове. Папа остановил лошадь и приказал нам вести себя тихо. Нас не заметили. А ведь нас уже тогда могло не быть. Когда мы подъехали к острову, мы увидели, что мост, через который нам нужно было пройти, был уже частично взорван, а на обратном конце стояли наши родственники и плакали. Папа взял меня на руки и пошел по полуразрушенному мосту. Мне было очень страшно. Страшно от того, что мы могли упасть. Страшно, что над головой гудели самолеты. Страшно, потому что на том конце моста молча плакали люди. Мне кажется, я всю дорогу не дышала от страха. Папа делал несколько шагов и останавливался. Когда пролетали самолеты, он сильнее прижимал меня и шептал: «Держись сильнее, доченька». Эту переправу я не забуду никогда. Я уже не помню, сколько мы были на этом острове. Помню, что привычным стало ночевать в погребе. Помню, что привычным стало есть с одной тарелки с ужами. Помню, как сильно я ждала маму. Я каждый день залазила на ограждение и выглядывала ее. Вот так в один из дней я увидела, как горят озера. А вместе с ними и моя мечта снова увидеть маму, снова одеть белое платье. Когда мы вернулись домой, в нашем дворе была немецкая кухня, а из сарая доносились голоса с незнакомой мне речью. Тогда я уже понимала, что это немцы, но мне не было страшно. Может быть, потому что к тому времени все-таки нашлась моя мама. Может, потому что это был мой родной двор. Больше немцев я не видела. Остались только немецкие коровы, необычно длинные, черно-белого окраса, и память о тяжелых военных временах, когда не было мамы, когда горел костер, и папины слова: «Держись сильнее, доченька».